Кешелер бар, булганнар һәм булачак. Мәрхәмәтле кеше генә яхшылыкка юл ача. Мәрхәмәтле кеше генә аңлый йөрәк сүзләрен. Дөнья һәм кеше үзгәрә, яхшылык үзгәрми. Рәхмәт сиңа, мәрхәмәтле, рәхмәтнең ахыр чиктә тормышында син бәхетле булырсың. Рәхмәт сиңа, мәрхәмәтле, рәхмәтнең дә алысы. Ахыр чиктә тормышында син бәхетле булырсың. Син бәхетле булырсың. Аша бәхет капкасын, мәрхәмәтле кешеләрне Хак Тәгалә сакласын. Мәрхәмәтле кеше генә аңлый йөрәк сүзләрен. Мәрхәмәтле кеше генә яхшылыкка юл ача. Рәхмәт сиңа, мәрхәмәтле, рәхмәтнең дә алысы. Ахыр чиктә тормышында син бәхетле булырсың. Рәхмәт сиңа, мәрхәмәтле, рәхмәтнең дә алысы. Ахыр чиктә тормышында син бәхетле булырсың. Син бәхетле булырсың. Рәхмәт сиңа, мәрхәмәтле, рәхмәтнең дә алысы. Ахыр чиктә тормышында син бәхетле булырсың. Рәхмәт сиңа, мәрхәмәтле, рәхмәтнең дә алысы. Ахыр чиктә тормышында син бәхетле булырсың. Рәхмәт сиңа, мәрхәмәтле, рәхмәтнең дә алысы. Ахыр чиктә тормышында син бәхетле булырсың. Рәхмәт сиңа, мәрхәмәтле, рәхмәтнең дә алысы. Ахыр чиктә тормышында син бәхетле булырсың. Син бәхетле Эльмира Калимуллина, моя тезка, Эльмира, да. Да, Эльмира. Ну, об Эльмире рассказывать не надо, это обо мне рассказывать надо. Вот. Сегодня о тебе. Да, ну, сегодня рассказываю обо мне, я сам о себе рассказываю, да. С Эльмирой мы знакомы очень давно. Ну, как давно? Сколько вот мы учимся в консерватории, мы вместе с ней учились. То есть она училась курсом младше меня, это как раз этот курс Рузиля. Вот, и с самого первого курса мы с ней были знакомы. Но действительно вот
подружились мы с ней, и кстати, вот с Рузилем тоже, на Алтын Казан. Вот этот проект, он мне дал не только чисто музыкальный опыт, но и огромный вот человеческий багаж в плане вот взаимоотношений и, конечно, друзей. Потому что когда ты работаешь над таким проектом, это как большая семья. И с Эльмирой вот как раз вот с тех вот пор мы действительно очень вот близкие коллеги, музыканты, ну, просто друзья. Я всегда очень рад ее видеть, а когда был вот еще совсем недавно этот проект «Голос», ну, это было вообще для меня такое... Каждый раз перед телевизором это такое какое-то маленькое потрясение, потому что ты сидишь, смотришь, ты болеешь, ты не знаешь, что делать, потому что когда ты сам участвуешь, вот вроде бы ты волнуешься, сам волнуешься, когда участвует человек, которого ты близко знаешь, ты особенно сильно волнуешься. И я помню, даже вот один из эфиров я сидел как раз в зале, вот. Нет, оплатила на себя тогда? Нет? Шаде она пела, не знаю, но я не помню. Вот, и тогда мне просто эмоции вообще совершенно перекрывали. И вот сейчас вот песня прозвучала, которая, это как раз из рок-оперы «Алтын Казан». Она исполняла роль Сехат Бано, мать главного героя, и вот это ее колыбельная, называется «Рахмет Синга». Ну, понятно, да? Спасибо тебе. Вот. Ну, может быть, Эльмира сама что-нибудь скажет нам. Я, честно говоря, очень волновалась за сценой. У меня сердце колотилось, как будто бы... Да брось, Первый канал, не сравнить. Здесь Нагиева нет. Здесь есть вы, и для меня это очень такая интимная обстановка, потому что для меня ты открылся вообще с другой стороны. Когда Айсу начала петь, я вообще там расплакалась, поэтому здесь я ничего не спела толком. Для меня Эльмира вообще является неким открытием, потому что таких людей, мне кажется, ну, по пальцам пересчитать, ты как связь со Всевышним, через тебя передается такая любовь. Это, ну, ни с чем не сравнимо. Исполнять твои произведения для меня огромная честь, и я с удовольствием их пою. Очень редко бывает, что я тебя слушаю, но если слушаю, то только песни, которые мы записали, именно когда ты являешься композитором. А Эльмир для меня является не только творческим другом, для меня он как близкая душа. Это мое что-то родное, близкое. Я тебя даже другом не могу назвать. Это какая-то некая другая субстанция. И вот следующий. Мне неудобно, когда красивая девушка стоит. Я могу Вы быть сидите? Да. Ну, что могу сказать? Во-первых, первая работа в Алтын Казани для меня была тоже таким неким этапом жизни. Во-первых, она действительно сплотила не только вокальный факультет. Ну, с Рузилем мы уже с подкурса вместе. Да, Рузиль, выйди, пожалуйста, сюда. Нет, ты петь не будешь, но выйди, пожалуйста, сюда. С Рузилем мы знакомы с подкурсом, уже дружим, скоро будет 8 лет. Представляешь? Да, мы стареем. Вот. А я молодой. Эльмир все молодеет, музыка его становится более известной. И... Только благодаря вам, только благодаря вам. Я почему Рузиля, вот еще, по поводу вот Алтын Казан, просто вот, Эльмир, вот, что это для тебя было и как, и вот Рузиль мне хочется тоже, ну пусть они мне как-то публично похвалят меня просто. А то все круа. Я шучу, конечно, ну просто, кажется, им самим тоже есть что-то. Для меня, во-первых, когда мне сказали, что это рок-опера, у меня было немножко другое представление. Мне объясняли, что будут еще какие-то рок-группы, там металл, там шляпы, маски, все дела. Но музыка была совершенно другой. Там сочетание и этноса, и современности, и классики. Все это настолько переплетено, что когда я услышала... Мне, кстати, Таня, это наш концертмейстер в оперной студии, первое произведение, которое она мне дала послушать, это именно ария Сехат Бану, именно Мархамет. Я помню. Видимо, она знала, чем меня подкупить. Я когда услышала, говорю, все, не могу, мое, люблю, хочу петь. И каждое произведение, которое было независимо вокальное, инструментальное в этой опере,
Ну, не знаю, для меня это был каким-то апофеозом, наверное, потому что настолько музыка для меня была близка, и эта работа совместная с ребятами, я вот до сих пор вспоминаю с теплотой, и мне бы очень хотелось уже поставить это на большой сцене с Алла Берса, с грамотным режиссером. Рузиль был, можно сказать, ну, заместитель нашего режиссера, но я могу сказать, что практически многие находки были с его плеча. Конечно же, все это создавалось в тандеме, но я хочу и огромное спасибо сказать Рузилю, потому что, на самом правда, деле, без него не получилось бы того, что было. Очень сложно было. Невозможно. Я думаю, что в дальнейшем у нас Рузиль будет хорошим режиссером. Я и петь могу. Да. Да, и Рузилю слово, что я слишком много говорю. Нет. Все нормально. Просто Эльмир хочет его хвалить сегодня весь вечер. Нет. Герой. Просто он красиво говорит очень. Эльмир очень красиво говорит, но Рузиль вообще... То есть ты сейчас вот так вот подставил. Нет, все правильно. Все сказали до меня, на самом деле, Эльмира права. Это замечательный проект. Во-первых, он был для нас действительно какой-то новинкой, потому что, учась в консерватории, мы все-таки больше привыкли петь какую-то классическую музыку. И вот я не перестаю повторять о том, что вот музыка Эльмира Низамова, это какое-то действительно новое веяние, это какая-то действительно действительно это какое-то новое дыхание для современной татарской культуры. И дай Бог, чтобы в ближайшем будущем эта музыка распространялась со скоростью света, чтобы все могли ее везде услышать, чтобы эта музыка, действительно, мы могли гордиться этой музыкой, говорить, вот настоящая музыка, действительно, вот та музыка, которую придумывают наши такие композиторы, и это гордость нашего народа. Дай Бог им тебе удачи. Вот. Но еще раз возвращаясь к проекту «Алтын Казан», скажу, во-первых, действительно, это объединение нашего курса, да, это объединение талантливой молодежи, композиторов, инструменталистов, вокалистов. Это неплохая режиссерская работа. Зря вы, ребята, обидели нашего режиссера. Я шучу, друзья. Это замечательный проект. Это огромное спасибо, конечно, оперной студии нашей консерватории за то, что они дали нам возможность выступить в таком проекте, показать свои возможности. Для меня лично, вот я могу сказать о том, что впервые в консерватории я играл отрицательного персонажа, и для меня это было как-то еще вдвойне как-то интереснее и в новинку. Я надеюсь, что я с этим справился. И просто здорово существовать и очень удобно исполнять эту великолепную музыку. Поэтому мы всяческим образом ребята. Только за, и мы уже готовим новую постановку «Алтын Казан». Вот строится ЗАГС, вы видели, да? Вот, то есть вот именно там пройдет опера. Это я рано сказал, да? Не надо было говорить. Микрофон, подожди, зачем мне микрофон тебе дали? Все, ну я объявляю «Алтын Казан» сейчас. Ну, практически да. Сейчас прозвучит песня «Мина Шанам Сима Серле Казан». Это песня из как раз рок-оперы. Итак, дорогие друзья, рок-опера «Алтын Казан», композитор Эльмир Низамов, либретто Рената Хариса, исполняет Эльмира Калимуллина.
минор минор. Так получилось, что в сегодняшнем концерте звучали вот почти все произведения в миноре и вот такой вот мажорный конец. Я думаю, что это очень символично. И Минашханам Сиан Казан, ведь мы все верим в наш родной город. Я думаю, что только так он может дальше расти, становиться лучше, чтобы нам всем здесь жилось еще лучше. Спасибо вам огромное. Это был последний номер. Мне очень приятно, что вы сегодня пришли. Спасибо большое.